Недавно, в некоторых шовинистических пабликах, был опубликован видеоролик с фрагментом труда под названием «Этнонимы и племенные названия Северного Кавказа», изданным Академией наук СССР в 1973 году. Посмотрим на то, как автор данного паблика решил ввести свою аудиторию в заблуждение и дал неверную и сильно искаженную интерпретацию прослеживаемому в книге тезису. Цитирую. В представлении соседних чеченцев ингуши — единый народ, который чеченцы называют самоназванием ингушей, Галга, и считают, что Галга некогда отделились от Нохчо. По мнению чеченцев, это особый тейп, этническое родство, с которым определяется выражением «наш народ в войнах». Автор видео самовольно исказил контекст повествования, ведь в тексте черному по белому написано не научно обоснованное заключение, а лишь указывается желаемое и субъективное толкование и самовольная точка зрения соседей ингушей, чеченцев. Об этом говорят такие фразы, как в представлении соседних чеченцев, и по мнению чеченцев, то есть тут рассматривается этот аспект через призму самоутешительных иллюзий, вовсе не как результат этнографических исследований. Теперь постараемся выяснить подлинный экзоним ингушей и чеченцев, то есть то, как эти два этноса именуют другие соседние народы. Например, аварцы, которые живут далеко от ингушей, называют их по самоназванию галгай, тогда как в отношении соседних чеченцев у аварцев нет термина нохчи, а называют они их чечанов. Кумыкам ингуши также известны под своим самоназванием галгай, а близких к ним по расположению чеченцев они называют мичигиш. У осетин помимо термина махалон, которым чаще всего они обозначали представителей фяппи и других западных ингушских обществ, в отношении ингушей есть также экзоним хьюлга, то есть искажение от самоназвания ингушей галгай, осетины так называли ингушей, выходцев из галгаевского общества. Тогда как чеченцев осетины называют цицейнок. В грузинском языке исторически название ингушей означает гилга или глигви. Термин глигви впервые упоминается в грузинских источниках еще в XI веке, а чеченцев грузины называли чеченеби, кабардинцы знали чеченцев под словом сасан. Получается, что все соседствующие ингушам народы называли их исходя из самоназвания галгай, а чеченцев знали именно как чечен, а не как нохчи, и единственный этнос, именующий чеченцев исходя из их самоназвания, это ингуши. Более того, как указывается в той же книге «Этнонимы и племенные названия Северного Кавказа», термин нохчи стал появляться в источниках и литературе лишь с XIX века. В конце XVIII века немецкий ученый-естествоиспытатель Петр Симон Паллас в своем труде под названием «Заметки о путешествиях в южное наместничество российского государства» отмечал, что другие народы называют ингушей именно под самоназванием галгай. В книге «Славянская энциклопедия за XVII век» указано, что впервые в русских письменных источниках ингуши упоминаются в XVI веке под обозначением калканцы, это искажение этнонима галгай на старорусский манер. Поскольку в то время в отношении этого народа еще не применялся экзоним ингуши, даже русский народ галгай был известен в то время под своим самоназванием.